6 октября на календаре, день недели. Понедельник, начинается новая рабочая неделя, вы просыпаетесь в своей кровати, а может быть уже сидите за столом с завтраком, все может быть, и все это прекрасно, какой бы вариант вы не выбрали, какой бы сейчас ни происходил. Почему? Потому что вы встречаете день вместе с «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24, а вместе с этим с вами утро встречаем и мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Доброе утро. Доброе утро. Начинаем новую неделю, которая обязательно должна быть очень продуктивной, веселой, оптимистичной. И мы, по крайней мере, постараемся вместе со всей нашей большой, огромной утренней бригадой скрасить ваше утро, по крайней мере, и зарядить вас на день предстоящий. А может, даже и развеем устоявшуюся в веках фразу, что понедельник день тяжелый. Все это не так, все зависит только от нас. Поэтому, если вы с утра Якутии начинаете день, то день будет легчайший и наиулыбейший. Пускай будет вот такое новое слово в нашем обороте. Пусть будет так. Ну а теперь давайте знакомиться с актуальной информацией. Это какая же погода нас ожидает сегодня, как одеться. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила -1, -5 градусов. В заречной группе от 1 до -7. В южных +2, -5. В Вилюйской группе +1, +5. В нижневенских от -4 до -8. В западных от 0 до -9. В Колымо-Дигирской группе от 2 до 13 градусов мороза. В Янских от 8 до 17 со знаком минус. На северо-западе -2, -8. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -6 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Сегодня у нас ожидается пасмурный день. Ветер также подует северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -5 градусов. Вот уже минус. Уже минус, да. Но минус ли это? Ну, в переносном смысле. На днях. Нет, почему? Зима тоже прекрасна. Было тепло достаточно, да, солнышко вот в пятницу порадовало нас. Ну, куда деться, осень все-таки вступает в свои законные права. Тут, по-моему, уже даже осень уже их передавать начинает постепенно. Но есть же повод порадоваться, значит, скоро Новый год. Скоро Новый Скоро год. Новый Сколько год. там осталось? Ну, давайте пока округленно чуть меньше 3 месяцев. Ну, вот октябрь, ноябрь, декабрь. И здрасте, приехали. Будем уже в 2026 встречать. Но это через 3 месяца. А пока продолжаем жить и стремиться к этой дате. Кстати говоря, про прогноз погоды. С утра даже как будто какой-то небольшой, очень мелко заметный снег пытался идти. Я вот сейчас как раз-таки шла, посмотрела в окошко, снег лежит. Снег лежит. Снег Вот. лежит. Я шел, он шел, а теперь он лежит. Но я еще не лежу. Но все может поменяться. Ну а мы день начнем тоже, вот, да, как мы говорим, чтобы он был наиулыбейший, да, чтобы была улыбка. Такая новость милая с интернета. Рыжий кот стал новой звездой этого пространства, подарив пользователям новый мем. Питомец попытался устроиться на отдых в коробке, но не смог в нее поместиться и перевернулся. Однако животное не растерялось и постаралось сделать вид, что все в порядке. Эта искренняя попытка сохранить невозмутимость покорила пользователей сети. Ну, вот пусть такая забавная история напомнит нам всем, да, что иногда небольшие неудачи могут стать поводом для радости. Поэтому... Вообще удивительно, что у животных тоже есть такие чувства, да, не показать, вот, не ударить лицом в грязь, да, как говорится, ровно так же и у людей происходит обычно, да. Ты вот когда в неловкие ситуации попадаешь, ты делаешь вид, наверное, да, что ну так должно быть, да? Самая лучшая импровизация отрепетированная, да, здесь как будто бы наоборот. Но меня забавляет выражение его лица, вот, конкретно вот в этом моменте, когда... Ну, видимо, это момент падения как раз-таки. Ну да, но его так зафиксировали на стоп-кадре, что в нем сочетается вот этот взгляд неловкости и, как говорится, попытка сохранить как бы лицо в этой ситуации. Вот, Да. хотя у кошек мордочки. Почему бы и не поучиться у котиков, да? Вести себя так же непринужденно в любой непонятной ситуации. Улыбаться при вот таких мелких, небольших неудачах. Ну а в целом, да, тоже жизненная мудрость, сколько мы раз ее слышали, нет худа без добра. Поэтому, да, за любой неудачей всегда скрывается что-то, что несет нам позитив и плюс, а иногда даже какую-то, ну, прибыль мы не про денежную говорим, а суммарно, то есть и эмоциональную, может быть, и так далее. Поэтому сильно расстраиваться при ошибках, я думаю, не стоит.
Да. Несмотря ни на что, улыбайтесь, и все будет хорошо. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, после чего снова увидимся здесь. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Антимонопольная служба рассчитала тарифы на электроэнергию. Ведомство планирует повышение расценок следующей осенью. Предполагается, что тарифы за свет в России вырастут до 11%. Меньше всего будут платить жители присоединенных территорий, а также Иркутской области и Хакасии. Заметно подорожает электричество на Чукотке. Там расценки вырастут на 12,5 рублей киловатта в час. Сейчас документ ФАС проходит проверку на антикоррупционные риски. Если его утвердят, то новые тарифы на свет начнут действовать с октября будущего года. Более 29 тысяч якутян обследовали мобильные доктора с начала года. Врачи Республиканского центра мобильных бригад в ходе командировок обследовали 29 тысяч якутян. Из них 9 тысяч детей. Об этом сообщает региональный Минздрав. Всего с начала года бригады врачей выполнили 67 выездов в 27 районов республики. Напомню, что проект «Республиканский центр мобильных бригад» стартовал в республике еще в 2023 году. В прошлом году мобильные доктора обследовали более 35 тысяч человек в 18 районах республики. В Мирнинской больнице теперь работает больше медиков. Лечить жителей района будет солидный десант. Педиатры, терапевты, хирурги, гинекологи, стоматологи и врачи других специальностей. Также штат пополнился медсестрами, фельдшерами и лаборантами. 15 врачей получили по 2 миллиона рублей по программе Мирнинского района Ялроса. Некоторым медикам положена федеральная выплата «Земский доктор». Для новых специалистов провели медицинский квиз. Игра в неформальной обстановке позволила медикам познакомиться поближе. Я приехала из города Якутск по приглашению главного врача. Мне предложили приехать. Я так быстро справочки навела, буквально 5 секунд, 10, не знаю, 10 секунд, ладно. Все, и быстро приняла решение, собрала свои вещи, взяла в охапку мужа, дочку и первым же рейсом полетела в Мирный. Укомплектованность кадрами, она улучшает в целом здравоохранение, охрану здоровья по району. На самом деле намного легче работать, чем по сравнению как 3 года назад. Сериал НВК «Саха» «Уоджилустан» вышел в финал конкурса «ТЭФИ Регион». Первый этап 24-го Всероссийского телевизионного конкурса проходит со 2 по 5 октября в Светлогорске. В этом году в конкурсе участвуют 629 работ из 82 населенных пунктов России. На победу в номинации «Игровой фильм-сериал» претендуют 3 финалиста. «Уоджилустан» – это взгляд на жизнь народа Саха в дореволюционные годы 20 века. В основу драмы легло одноименное произведение якутского прозаика Валентины Гаврилевой. Сериал из 20 эпизодов начали транслировать на НВК «Саха» с 27 января этого года. Прошел 3-й день турнира по снайпингу памяти Федора Хлопкова. На огневой рубеж полигона Сулус вышли 44 пары стрелков и корректировщиков. Любители боевого снайпинга соревновались в этапе «День», но участники проверяли навыки высокоточной стрельбы под покровом ночи. Стрелки не только завоевали золотые медали, но и установили рекорд в дальности. Поразили мишень на расстоянии в 2100 метров. Победу в сложнейшей категории «Ночи» держала пара с позывными «Физрук» и «Ридик». Ночной этап прошел на самом деле весьма хорошо, в том плане, что было установлено несколько рекордов по дальности поражения цели во время соревнований. То есть я здесь служу соревнования 3-й год, с самого их открытия. То есть это 3-й турнир проходит. Максимальная дистанция ночью была 1700 метров. В первом же заходе стрелков, а у нас 3 захода для установления результата соревнований, рекорд был побит, дистанция 1800 метров. И со второго захода был установлен рекорд дистанции 2100 метров. Ну а теперь хорошая новость для тех, кто хочет сделать мир вокруг себя лучше. В Якутии открылся прием заявок на конкурс грантов главы республики для некоммерческих организаций. Это шанс для каждого, у кого есть идея, на благо общества, получить поддержку и воплотить задуманное. Подробнее об этом нам сегодня расскажет Александр Максимов, замминистра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вначале, расскажите вообще о конкурсе грантов республики, что он себе представляет, про что отбор, так сказать.
Да, действительно, 27 сентября, в День государственности Республики Саха-Якутия, стартовал конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия. Если говорить о сути, то надо начать с того, что в нашей республике есть много неравнодушных людей с хорошими идеями, как помочь ребенку, как сохранить культуру, сохранить природу. И зачастую у них для реализации их идей не хватает собственных ресурсов. И тут как раз гранты главы являются финансовым импульсом для реализации их идей. Получается как? Человек презентует свой проект путем подачи заявки на участие в конкурсе, проходит отбор и получает государственную поддержку, государственную финансовую поддержку для реализации своего проекта, который он реализует в течение 12 календарных месяцев. А если некоммерческая организация состоит в реестре Министерства юстиции как исполнитель общественно полезных услуг, то срок реализации 24 календарных месяца. Можно сказать, что гранты главы являются прямыми инвестициями в наше общее будущее и повышение качества жизни жителей нашей республики. Ну, каждый ли может стать участником, да? Какие вот правила, требования? Участниками могут быть только некоммерческие организации, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия. То есть отдельный человек, допустим, вот, Нет, самостоятельно только не может. некоммерческая организация. Ну, к примеру, это общественные организации, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, фонды, общины коренных малочисленных народов Севера, казачьи сообщества. Не могут быть коммерческие организации однозначно, государственные корпорации не могут, партии, ну и микрофинансовые различные компании. А вот говоря о проектах, какие приветствуются, какого рода, какой направленности может быть, да, и вообще какие суммы можно получить в рамках грантовой поддержки? Ну, в этом году количество направлений не уступает прошлогоднему и составляет 16 направлений. Ну, это развитие молодежной политики, патриотика, сохранение культуры, сохранение окружающей среды и редких видов животных, помощь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, наука, спорт, культура. Также в этом году появилось новое направление поддержка территориальных общественных самоуправлений, ТЮЛьБ. И общая сумма составляет 93,5 миллиона в этом году. Состоит он из республиканского бюджета и федерального софинансирования с фонда президентских грантов. По направлениям получается сумма разбита от миллиона до 16 миллионов. Вот еще одно направление, которое вы назвали, новое. Единственное ли это отличие от предыдущих конкурсов грантов? Самое главное отличие – это переход на полный цифровой формат при проведении конкурса. Все этапы конкурса от начала приема заявок и заключения договоров все происходит на государственной платформе «Электронный бюджет», что гарантирует прозрачность и открытость проведения конкурса. Тут важно отметить, что участник подает на платформу свою заявку, на платформе заявка регистрируется, присваивается номер, указывается время, дата. Платформа же сама автоматически отсекает участников, которые не соответствуют требованиям конкурса. Платформа же сама передает заявки в экспертную комиссию, и самой же платформе эксперты выставляют баллы. Поэтому полная прозрачность. И удобство. Участнику не надо уже бегать с кипой бумаг, передавать организатору передавать эту кипу бумаг экспертам. Все происходит на электронной платформе с электронной цифровой подписью. Но также здесь стоит отметить, что участник, поучаствовав в грантах главы, получает опыт
для последующего участия на федеральных грантах, которые проводятся на этой электронной платформе. Ну вот про экспертов затронули тоже момент, что эксперты будут оценивать, выставлять баллы, а вообще по каким принципам они отбирают лучшие работы, на что, может быть, стоит обратить внимание, когда заявку подаешь? В этом году предусмотрено аж 10 критериев. По каждому критерию выставляется до 10 баллов. Если не вдаваться, не углубляться, то эксперты отвечают на главные вопросы. Актуальность и значимость проекта. Есть ли проблема на сегодняшний день, которую предлагает решить участник, или проблема надуманная? Логичность и реализуемость проекта. Представлен ли четкий план или просто прописан набор мероприятий? Да? Новизна, инновационность. Или снова предлагают изобрести велосипед еще раз. Эффективность бюджета. Соответствует ли он тому, что предлагает реализовать участник конкурса? Ну и, конечно же, ресурсы и опыт участника. При этом тут надо отметить, что 5 баллов автоматически присуждается участнику некоммерческой организации, который состоит в реестре Минюста как исполнитель общественно полезных услуг. Это бонусом. Это бонус. Все, Александр, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, да, за актуальную такую полезную информацию. Приглашаем присоединиться всех. Да, потому что есть возможность действительно сделать мир лучше, тем более, если у вас есть идея, как это сделать, вот находятся и механизмы поддержки этого, что вот немаловажно. Да. Да. Ну а что делает нас успешными и дает энергию для новых свершений? Конечно же, физические упражнения и утренняя зарядка. Поэтому давайте повышать продуктивность и закалять характер, чтобы стать на шаг ближе к успеху в любом деле. Доброе утро! С вами на связи тренер Марина Никулина. Начинаем нашу разминку. Поставили ноги на ширине плеч, руки положили на пояс и начинаем шейного отдела. 1, 2, полукруг, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки на плечи положили и 1, 2, 3, 4 назад и 1, 2, 3, 4. Хорошо, руки перед собой, к себе, локтевой сустав разогреваем. И от себя. 1, 2, 3, 4. Теперь руки положили на пояс, подняли правую ногу и разогреваем тазобедренный сустав, вращая 5 раз от себя. Хорошо. Теперь то же самое к себе. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Поменяли ножку 5 раз от себя. Если у вас не получается держать равновесие на одной ноге, можно ногу целиком поставить на пол и повторить. Еще раз. И к себе поменяли. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Ноги поставили на ширине плеч. Круговые движения тазом. Разогреваем поясницу, копчик. 5 раз в одну сторону и в другую сторону. Отлично. 3, 2, 1. Ноги вместе, руки на коленки. Колени рисуем круг аккуратно. 5 раз в одну сторону. Колени полностью не выпрямляем. 3, 4, 5 и в другую. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки перед собой, запястья в замок и голеностоп обязательно. 1, 2, 3, 4, 5. Поменяли. 1, 2, 3, 4, 5. Руки, ноги встряхнули, сделали глубокий вдох через нос и выдох. Наклонились вперед. Выдох. Хорошо. Теперь основное упражнение, которое всегда выполняем силовое, многосуставное, это приседание. Итак, изначально позиция, ноги на ширине плеч, руки перед собой. Делаем вдох, садимся, шаг вправо, сели, встали, выдох, пришагнули к себе, в сторону влево пошли, сели, вдох, встали, выдох, ножку к себе и поехали. Вдох, встали, выдох, сели, вдох, встали, выдох. Самое главное, таз отводим назад, колени внутрь не клюют. Коленки в сторону. И еще раз. Итак, мы делаем 10 раз. Вдох, выдох. Хорошо, выполнили 10 раз. И сейчас самое главное.
встаем в статику и стоим на счет 10. Обязательно контролируйте, посмотрите на свои ноги, чтобы у вас колени не уходили вперед. Таз назад отвели, колени за носочек не выходит, стоим, еще, стоим, терпим, ягодицы будут гореть. 5, 4, 3, 2, 1, молодцы. И теперь делаем памп. Раскачиваемся сильно, высоко не поднимаемся, остаемся на горизонтали с полом. 5, 4, 3, 2, 1, молодцы, встаем, выдох, хорошо. И поехали. Второй подход. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Можно чуть побыстрее, у кого получается. Отлично. Ага. И 5. Вдох, выдох наверху. 4, 3, 2, 1. Молодцы. И поехали в статику. Смотрите, встаем, таз ушел назад. Держим, как будто мы хотим на стульчик сесть. Если не получается, поставьте стульчик, чтобы была вот страховка, что вы назад не упадете. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох и выдох. Хорошо. Теперь сделаем растяжку. Очень важно после упражнения, чтобы сохранить эластичность мышц и быстро восстановиться. Возьмите за что-нибудь, за стул, за стол. Или если получается держать равновесие, берем левую ногу за голеностоп, ближе к ягодице и отводим назад. Делаем вдох, выдох, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, поменяли ножку. Вдох и выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Ногу левую поставили чуть вперед. Таз отводим назад, носочек тянем к потолку, растягиваем икроножные мышцы, раскачиваемся. 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу, ножку вперед, носочек в потолок, таз назад, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. А теперь очень важно, поставили ноги широко, сделали вдох, выдох. Взяли себя за голеностоп и потянули себя медленно ногам. 3, 2, 1. Хорошо. Вы большие, молодцы. Двигайтесь дальше, выполняйте все упражнения. И я гарантирую здоровые ноги, здоровое сердце. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Паша, у меня к тебе вопрос. Веришь ли ты в народные приметы? Ну, в некоторые, да, какие-то верил, но со временем, видимо, настоящее время, оно диктует свои правила, от них приходится отказываться. Так, кто, допустим, вечером мусор не выносить. В какой-то момент я начал делать, и вроде бы ничего плохого не случилось. В зеркало посмотреть. Вот когда ты вышел из дома, но что-то забыл, вернулся, да, вот в зеркало я посматриваю иногда. Ну, и то, если я вот только за дверь вышел и понял, что забыл, сразу зашел, тогда не смотрюсь. А если я там, может, до лифта дошел или спустился на первый этаж, возвращаюсь, тогда смотрю. То есть от продолжительности, сколько меня не было в доме, зависит, смотрюсь я в зеркало или нет. Какие-то приметы, да, до сих пор со мной живут, от каких-то в течение жизни получилось отказаться. Да, вот многие из них же появились еще несколько столетий назад, да, и вот прочно и в нашей жизни, да. И, казалось бы, дошли не до просто нас. так появились. Да, и если почитать, там вообще очень интересные предыстории. Я, к примеру, часто замечаю, как, 3 раза, да, плюнуть через плечо. Вот это тю-тю-тю. Да, чтобы не сглазить, да, как говорится. И сама так делаю очень часто. Водители, например, при виде черной кошки, оказывается, объезжают дорогу. Возвращаются и едут по другой. Возможно, в Москве вот эти все съезды через 3 километра поворот за счет этих черных кошек и были построены. Кто-то строил дорогу, кошка перебежала, давайте-ка там продолжим. Ну а если верить народному календарю, то каждый день вообще несет в себе свои поверья. Так вот, например, сегодня, 6 октября, да, у нас на календаре запрещалось хвалить хорошее, как бы это вот ни звучало странно. То есть мы говорим про здоровье, красоту, доброту, успехи. И вот нельзя было хвалить, не постучав по дереву и как раз-таки не плюнув через левое плечо, иначе можно было притянуть беды. А еще часто в этот день нельзя было давать, допустим, деньги в долг.
иначе вот ждет несчастье. Ну Как вот, и все пишется. не просто так, наверное, все это придумывалось. Но, тем не менее, это все из древних времен так или иначе вырастает со временем, как мы поняли, могут уйти в небытие какие-то традиции и приметы, какие-то остаются в нашей жизни и по сей день. Тем не менее, давайте далее узнаем, какими же событиями, праздничными датами, историческими сегодняшний день знаменателен. На календаре 6 октября. Сегодня отмечают Международный день врача, Всемирный день архитектуры. По народному календарю Ираида спорная. На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Также с Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо – наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи. Этот день в истории. 1889. В Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». 1927. Началась эра звукового кино. Состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». 1948. Произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. 1977. Состоялся первый полет истребителя МиГ-29. В этот день родились Луи Филипп I, король Франции, последний французский монарх, носивший титул короля. Верико Анджипаридзе, советская и грузинская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Йозас Будрайтис, советский и литовский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР. Александр Шилов, советский российский художник, график, народный художник Советского Союза. Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр и Раиса. Бывает, дом еле стоит, но он не считается аварийным, а жильцов никто не собирается расселять. В ветхих и аварийных домах в России живет более 1,5 миллиона человек. В 2006 году государство утвердило критерии, какие дома считать аварийными, и эта проблема актуальна до сегодняшнего дня. Вот как признать дом аварийным, какие документы надо собрать, куда обратиться, сколько ждать результата и что делать, если комиссия говорит одно, а жильцы думают совсем другое. Расскажет все обо всем этом наш юрист. Доброе утро, Якутия! На сегодняшний день огромное число жителей не только нашей республики, но и всей страны проживают в аварийном жилье. Любое переселение из аварийного дома в новое жилое помещение начинается с признания дома таковым, а именно аварийным и подлежащим сносу. Предположим, дом, в котором находится ваша квартира, обветшал. Есть подозрение о его угрозе полного разрушения, либо частичного. Аварийным считается дом, в котором нарушено техническое состояние несущих конструкций. Это повреждения, деформации, которые свидетельствуют о том, что несущая способность дома исчерпана и существует опасность разрушения дома. С чего начать инициировать процесс признания дома аварийным? Сегодня именно об этом мы и поговорим. Самое первое, что необходимо сделать жильцам, собственникам или нанимателям квартир, это обратиться с заявлением в орган местного самоуправления, то есть администрацию городского или сельского поселения. К заявлению необходимо приложить заключение специализированной организации. На основании поступившего заявления и в течение 30 дней межведомственная комиссия при администрации составляет акт обследования жилого дома и принимает решение либо о проведении капитального ремонта, либо о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. В случае издания распоряжения о признании дома аварийным, его включают в региональную программу по переселению граждан. У собственников квартир в этот момент возникает право на свое усмотрение либо на предоставление другого благоустроенного помещения, либо на выплату денежной компенсации. В настоящее время действует программа переселения на 2019-2025 годы, в которую включены жилые дома, признанные аварийными до 2017 года. Если ваш
дом признан аварийным после 2017 года, значит, он будет включен в следующую программу переселения на 2026-2030 годы. Однако вы имеете право обратиться в администрацию об заявлением о предоставлении вам жилого помещения из маневренного фонда, в котором вы сможете проживать и дождаться переселения в установленные сроки. Отмечу, что положения региональной программы переселения изложены на официальном сайте дирекции жилищного строительства. Там вы сможете увидеть, в каком году ваш дом признан аварийным и какой этап расселения предусмотрен, точнее сказать, на какой конкретно год запланировано переселение вашего дома. В случае нарушения запланированного срока переселения вы имеете право на обращение в суд с заявлением об обязании администрации предоставить вам вне очереди другое жилое помещение. При намерении обратиться в суд не забудьте проконсультироваться с адвокатом или юристом по жилищным спорам. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Ну а для кредитов и займов от 50 тысяч рублей появится период охлаждения. Банки и микрофинансовые организации будут выдавать заемщикам крупные суммы не сразу, да, вот как мы привыкли сейчас в современном мире, а с отсрочкой до 2 дней. Передышка должна помочь человеку принять взвешенное решение и вовремя отказаться от ненужного либо оформленного под влиянием мошенников кредита или займа. Для кредитов и займов от 50 до 200 тысяч рублей период охлаждения будет длиться 4 часа после подписания договора. Сумма больше 200 тысяч рублей поступит на счет заемщика только через 48 часов. Если банк или МФО выдадут деньги раньше срока, то не смогут требовать возврата долга у клиента. Период охлаждения не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также на целевые кредиты, такие как оплата образования, покупка недвижимости, либо машины в автосалоне, а также на рефинансирование ранее взятых кредитов и займов, если при этом не увеличивается размер долга. Если человек лично обращается за кредитом на покупку какого-то товара или приобретение услуги, например, в магазине или клинике, то задержки тоже не будет. В этих случаях считается, что риск мошеннических действий минимален, поскольку денежные средства напрямую поступают сразу в ВУЗ, магазин, либо другую организацию, где человек приобретает товар, либо оплачивает услугу. Для долгов с поручителями и со заемщиками периода охлаждения тоже не будет. А также в случае кредитования в банках, где заемщик назначил уполномоченное лицо, человека, без согласия которого деньги просто не выдадут. И этого помощника он выбрал заранее, не меньше, чем за 2 дня до кредитной заявки. Расчет на то, что партнер по кредиту или близкий человек сможет заметить возможный обман и расскажет об этом основному заемщику. Ну, а важно быть подкованным не только в финансах, но и в грамматике. Одно без другого часто неполноценно. Чтобы устранить барьеры в коммуникации и создать о себе положительное впечатление, важно говорить правильно. Ну, а помогает нам в этом Анна Шкатуляк. Доброе утро, дорогие телезрители! У русском глаголе есть специальная форма, когда нам нужно что-то или о чем-то попросить, а может быть даже потребовать или приказать. Такая форма называется повелительное наклонение. Обычно с образованием форм повелительного наклонения мы проблем не встречаем, затруднений не вызывает у нас эта форма. Например, читать – читай или читайте, идти – иди или идите, говорить – говори или говорите, ну и так далее. Хотя все-таки одна форма затруднения вызывает. Это форма глагола «ехать», ну или «поехать». Дело в том, что в русском литературном языке есть только одна верная, правильная форма повелительного наклонения глагола «ехать». Это слово звучит как «поезжай» в единственном числе или «поезжайте» во множественном. Такая форма «поезжай» встречается даже в сказке Ершова «Конек-горбунок», хотя в этой сказке очень много просторечных слов. Но автор для этого глагола выбрал именно литературную форму «поезжай». Давайте послушаем небольшой отрывок. «Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: Иван, поезжай за океан. В океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы.
Коль достанешь мне его, задарю тебя всего. Итак, еще раз вам напоминаю, что у глагола «ехать» есть только одна правильная, верная, соответствующая нормам форма повелительного наклонения – это «поезжай» или «поезжайте». Все остальные формы являются или нежелательными, или даже просторечными, стилистически сниженными, то есть. Но бывает так, что нам нужно, наоборот, попросить человека, чтобы он никуда не ездил, ограничить его движение. В таком случае нужно использовать форму «не езди» в единственном числе или «не ездите». Ну, конечно, можно выбрать такие более мягкие варианты. Тебе не стоит туда ехать, вам не следует, не рекомендуется туда ехать. Такие менее категоричные формы. Другой вопрос, если за вами нужно заехать. Тогда мы используем слово «заезжай» в единственном числе или «заезжайте». Ты сегодня за мной заедешь? Заезжай сегодня за мной. Часто употребляемая форма «заедь» или «едь», я прошу прощения, что употребляю вам эти неверные формы, не являются правильными, они являются просторечными, поэтому лучше их в речи не употреблять. А заканчиваю я сегодняшнюю нашу встречу, которая была посвящена глаголам в повелительном наклонении «поезжай», «заезжай», строками из стихотворения Константина Симонова. Итак, устами старого поэта я вас зову, прошу запомнить это. Пусть издали, пусть даже с края света, хотите осенью, а не боитесь летом, вы приезжайте погостить, друзья. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Вот так вот. Каждый день живешь, что-то новое узнаешь. Иногда даже то, чего и не надеялся узнать. А, тем не менее, да, правильная речь — это всегда красиво и хорошо. Мы же далее уже вместе со звездами готовимся к неделе, которая может все изменить. Кого ждет неожиданная встреча, кого финансовая удача, кому из знаков зодиака астропрогноз готовит судьбоносные ситуации. Чтобы неделя прошла гладко, предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех 12 знаков. Овен. Неделя принесет интересные профессиональные возможности. Проявите рассудительность в финансовых вопросах, излишняя спешка может обернуться потерями. Возможны также небольшие рабочие трения, но конструктивный диалог с коллегами поможет сгладить острые углы. В личной жизни все стабильно, но найдите время для близких, им не хватает вашего внимания. Телец. Вас ожидает насыщенный информационный поток. Относитесь к новостям с долей скептицизма, но не будьте излишне недоверчивы. На работе возможны перспективные деловые предложения. Анализируйте их более тщательно. Дома займитесь наведением порядка, избавьтесь от ненужных вещей. Романтические отношения наполнятся новыми эмоциями. Близнецы. Общение станет главным источником радости и вдохновения. Расширяйте круг знакомств, новые люди принесут свежие идеи. В профессиональной сфере возможны неожиданные повороты, но ваша гибкость поможет извлечь из них пользу. Личная жизнь порадует приятными сюрпризами. Рак. Неделя потребует эмоциональной чуткости. Проявите внимание к близким, и они ответят вам взаимностью. На работе сосредоточьтесь на задачах, требующих творческого подхода. Найдите время для уединения. Это поможет восстановить внутренний баланс. Здоровье стабильное, но следите за режимом сна. Лев. Ваша целеустремленность поможет достичь важных целей. На работе проявите инициативу, руководство оценит ваши старания. В отношениях возможны недопонимания из-за вашей занятости. Открыто говорите о своих чувствах. Выходные идеально подойдут для поездки за город или культурного отдыха. Дева. На работе сосредоточьтесь на приоритетных задачах, не распыляйте внимание. В личной жизни проявите заботу о близких, они нуждаются в вашей поддержке. Выходные проведите на природе или займитесь оздоровительными практиками.
Весы. Неделя потребует от вас умения находить компромиссы. В профессиональной сфере возможны непростые переговоры. Ваша дипломатичность сыграет ключевую роль. Финансовая картина стабильная, но избегайте импульсивных трат. В личной жизни наслаждайтесь гармонией и взаимопониманием. Скорпион. Ваша проницательность поможет избежать ошибок. На работе вас ожидает признание заслуг и уважение коллег. В отношениях проявите заботу о близких, они нуждаются в вашем внимании. Здоровье стабильное, но не забывайте о профилактических мерах. Выходные посвятите хобби и творчеству. Стрелец. Неделя благоприятна для подведения итогов и планирования будущего. На работе сосредоточьтесь на долгосрочных целях. В личной жизни найдите баланс между заботой о близких и временем для себя. Здоровье стабильное, но избегайте переутомления. Выходные проведите с друзьями, их поддержка придаст вам сил. Козерог. Ваша организованность поможет справиться с любыми задачами. На работе возможны интересные предложения. Взвесьте все «за» и «против», прежде чем принимать решения. В отношениях проявите чуткость и выслушайте близких. Выходные посвятите отдыху. Это восполнит вашу энергию. Водолей. Неделя подарит возможности для самореализации. На работе используйте проверенные методы. Сейчас не время для экспериментов. В личной жизни вас ожидают приятные сюрпризы от друзей. Здоровье стабильное, но следите за эмоциональным фоном. Выходные посвятите общению с близкими. Рыбы. Вас ожидает период творческого подъема и новых возможностей. На работе проявите инициативу, ваши идеи оценят по достоинству. В личной жизни найдите баланс между заботой о близких и временем для себя. Здоровье стабильное, но избегайте стрессовых ситуаций. А выходные стоит провести в уединении. Это поможет вам восстановить ваши силы. Оперные исполнители России и зарубежья выступили на сцене Магаданского музыкального и драматического театра. Гастрольное турне проводит в рамках международного фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Для колымчан прозвучали знаменитые арии из итальянской и русской оперы. Подробнее расскажет Алина Маршкуш. В арии «Дорогу мастеру на все руки» из оперы «Севильский цирюльник» Фигаро хвалится своим мастерством и называет себя доверенным лицом всего города. Однако, даже если не знать содержание произведения, в исполнении Станислава Ли все равно можно прочувствовать характер героя и настрой композиции. В рамках 23-го фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» Магадан посетили талантливые вокалисты и дали колымчанам возможность услышать известные арии вживую. Это невероятно престижно. Мы с честью носим звание лауреатов, во-первых, конкурса имени Хибла Гирзмава. А вот этот невероятный бонус в том, что мы участвуем и везде ездим с этим фестивалем, посещаем так много новых городов, открываем для себя таких прекрасных людей, и много сцен, площадок. Конечно, это для нас очень дорого, и ценно. Фестиваль, который учредила оперная певица Хибла Гирзмава, проходит уже больше 20 лет и в третий раз отправляется в гастрольное турне по городам России и зарубежья. На магаданской сцене участники фестиваля выступают впервые и, как отмечают сами вокалисты, приняли их с огромным энтузиазмом. Магаданский зритель для меня оказался очень теплым, очень приветливым. То есть, когда я вышел и услышал эти аплодисменты, услышал, нутром почуял этих зрителей, что они прям с теплотой и с радостью принимают нас, то это было что-то невероятное. За 75 минут со сцены прозвучали арии и дуэты на русском и итальянском языках. Для молодых участников фестиваля это турне – шанс развить свою профессиональную карьеру и познакомиться с новым зрителем. А для магаданцев – возможность открыть для себя новые имена в оперном искусстве. Я пришла с коллегой сегодня на концерт. Впечатления очень хорошие у нас. Да? А как вы узнали именно про этот концерт? Вы следите за творчеством кого-либо из артистов? Вы знаете,
знаете, нет, это абсолютно случайная акция получилась. Я в интернете увидела рекламу, меня это заинтересовало, и я купила билет, вот пришла на концерт. Впереди у исполнителей еще несколько городов. В рамках гастролей они посетят Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Москву и завершат турне большим концертом в Турции. Имена участников фестиваля еще не раз прозвучат со сцен России и зарубежья. И если кто-то из них решит вновь посетить Магадан, их встретят с тем же теплом. Алина Маркуш, Сергей Витошкин. Эхо дня. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Некоторые пенсионеры досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь уже в конце декабря этого года. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что в проект бюджета на будущий год заложена индексация страховых пенсий не с 1 февраля, как планировалось изначально, а с 1 января. И увеличение составит 7,6%. Новогодние праздники в будущем году продлятся до 11 января включительно. И таким образом пенсия за январь досрочно будет перечислена в декабре уходящего года тем пенсионерам, кто должен ее получить в эти даты. Ну а пособие по беременности и родам в 2027 году достигнет 1 миллиона рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком младше 1,5 лет также вырастет и составит 95 тысяч рублей в месяц. Предельная сумма пособия по беременности и родам 100% среднего заработка в месяц в будущем году составит 207,5 тысяч рублей. В 2027 почти 239 тысяч рублей, а в 2028 258. За последние 5 лет в нашей стране стало легче купить качественные товары. Сейчас около 61% продуктов в магазинах хорошие. Это стало известно благодаря проверкам, во время которых специалисты Роспотребнадзора проверили тысячи магазинов и продуктов. По словам специалистов ведомства, продукты стали лучше, потому что в них стало меньше вредных веществ и микробов. Также Роспотребнадзор проверил, как кормят детей в школах и дал рекомендации поменьше добавлять соли и сахара в еду и использовать полезную йодированную соль. Главный шашечный фестиваль Якутии открывает новый сезон. В Республиканском шашечно-шахматном центре прошел традиционный фестиваль по русским и стоклеточным шашкам. Фестиваль проводится ежегодно с 80-х годов и имеет богатую историю. В нем традиционно принимают участие более 150 спортсменов. Для многих ведущих шашистов именно здесь начинался путь к первым победам. По итогам соревнований участники выполнили нормы на спортивные разряды вплоть до кандидата в мастера спорта. А сейчас у нас проводится фестиваль по шашкам. Именно вот фестиваль это где играют мастера, гроссмейстера, даже 8-летний ребенок может играть, все вместе играют. А также у нас очень много ветеранов участвуют, мужчины, женщины. Играют 2 гроссмейстера, 12 мастеров спорта и остальные кандидаты и безрезультатники все вместе играют. Якутская киберспортивная команда перешла во вторую стадию ESL Pro League Season 22, где в первом раунде им попалась сильнейшая команда мира по Counter-Strike 2 The Mongols. В нелегком противостоянии со счетом 2-1 Хоту смогли обыграть фаворитов турнира. Игроки из Хоту показали и доказали, что за относительно короткий срок можно добраться до мирового уровня и играть на равных с сильнейшими игроками. Победив соперников, команда переместилась с 36 на 32 место рейтинга Valve. Во втором раунде Хоту встретится с другой именитой командой из России Team Spirit, которая сейчас находится на 3-м месте рейтинга. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Утро Якутии. Продолжаем встречать наступивший день. И вот говоря про день, каждый день этот, собственно, мы видим вокруг себя здания, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, от исторических памятников до современных архитектурных шедевров. Но часто ли мы задаемся вопросом, кто создает облик наших городов? 6 октября весь мир отмечает День архитектуры, праздник творцов городского пространства. Якутск готовится к особенному событию. С 6 по 10 октября
идет архитектурная неделя. Ну, уже, к слову, можно сказать, она началась и с прошлой недели, да. Это шанс взглянуть на родной город по-новому, узнать, как рождается его облик и помечтать о будущем. Ну а подробнее об этом нам сегодня расскажет Любовь Попок, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии. Любовь, доброе утро, с праздником. Доброе утро. Вот. Ну, вообще неделя, архитектурная неделя, какой главный посыл ее и в чем, какая идея стоит за этой неделей? Ну, во-первых, я хочу всех поздравить с Международным днем архитектуры, пожелать всем творчества и, конечно же, развивать наши города. Идея, конечно, архнедели — это, во-первых, подчеркнуть роль архитектуры при развитии территории, потому что это очень важно, и мы понимаем, что мы живем в определенной среде, в этой среде мы работаем, учимся, живем, влюбляемся, может быть, даже мечтаем, и, конечно, наша среда должна быть комфортной. Вот задача как раз архитектуры в этом состоит, потому что архитектура — это особенное искусство, которое объединяет красоту и функциональность. Ну, а в таких регионах, как Якутия, это еще особенность, где необходимо сохранить идентичность, подчеркнуть ее и, конечно же, передать вот дух нашей культуры, наверное, не только в стране, но и всему миру. Но это какие-то важные области человеческого развития все-таки, они так или иначе влияют на нашу жизнь. Архитектура не исключение, меняет и в лучшую сторону, вот как, не, в принципе, в лучшую сторону. Вот можете привести на примере, допустим, Якутска, примеров, как архитектура улучшила жизнь горожан? То есть яркие, может быть, какие-то последние примеры. Понятно, что таких случаев мы можем пересчитать огромное количество. В целом, конечно, я могу сказать, что одно из влияний — это программа формирования комфортной городской среды, которая как раз управление архитектурой курирует. И у нас изменения происходят практически по всему региону. География населенных пунктов, она расширяется ежегодно, и появляются объекты. Что касается города Якутска, то мы с вами уже наблюдаем в последние 5 лет, например, проспект Ленина. Это первое, что было внедрено, например, дизайн-код. Мы видим изменения. Очень большая работа была проведена, были и конкурсы, и совместная работа города и управления архитектуры. Совместно мы видим результаты. Конечно же, в прошлом году это большое событие, это открытие площади Республики, площади Ленина. Сейчас решается вопрос. Но мы видим, как влияет появление такого объекта уже на наших людей, потому что мы видим, как люди собираются, появляются какие-то сообщества, мы видим какие-то активности. Также у нас появилось 2 объекта. Это озеро Сайсары, набережная Романа Дмитриева, где действительно тоже мы видим активность населения. Ну и в целом мы видим, как растет город, появляются жилые комплексы, очень красивые, качественные, современные. И мы ждем, несомненно, объект, это нашей филармонии, которая, надеюсь, уже к следующему году подчеркнет уже и завершит наши ключевые проекты. Ну вот что касается программы, да, во время архитектурной недели, какие-то, может быть, ожидаются интересные выставки, конкурсы, вот что касаемо, что будет интересно участникам и вообще всем, кто как-то интересуется, да? Да, программа будет достаточно большая. Я хочу сказать, что вы правильно сказали, у нас архнеделя на самом деле началась еще с прошлой недели. В пятницу управление архитектуры выехало в поселок Максагалох и провели в центре поддержки семей мастер-класс для детей. То есть дети рисовали, мы подарили подарки, у нас были спонсоры, мы очень благодарны. Завтра у нас уже начнется семинар для архитекторов, он пройдет 2 дня, мы привезли эксперта из Санкт-Петербурга, и параллельно, конечно, мы повышаем наши компетенции. Со среды вторник пройдут деловые сессии, в пятницу еще немножко тоже. Мы там должны, конечно, провести дискуссии в целом об архитектуре, потому что это очень важно, какие подходы мы применяем. Колоссальное количество общественных пространств уже появилось, но стоит вопрос, как их эксплуатировать, например. То есть как подходить к такому вопросу, на самом деле очень сложному, и мы там тоже должны принять определенные какие-то решения. У нас есть хорошие примеры по социокультурному наполнению. Это в городе Нерюнгри, в городе Ленске, в поселке Майя. Конечно, будем обсуждать вообще применение проектных решений, потому что мы не будем забывать, что мы находимся в
суровых условиях, и нам очень сложно реализовывать проекты. Мы учимся, и это нормально, потому что всегда сложно применять те или иные современные тенденции в таких климатических условиях. Ну и, конечно, в пятницу, я думаю, это уже для жителей пройдет, это мастер-классы. У нас будет также открытие такой фэшн нового бренда. Параллельно у нас проходит выставка. Я советую всем горожанам прийти. Очень важно, кстати, почему мы решили провести это в Кружало, потому что, во-первых, мы готовимся к 400-летию города Якутска празднованию. Это уже исторический центр, он тоже нас меняется, мы видим, и мы работаем над этим. Сейчас, например, прорабатывается туркод города Якутска совместно с Центром компетенции. И мы открыты для людей, мы хотим, чтобы люди приходили, слушали, чем дышит архитектура, какие конкурсы провели мы. Буквально недавно, например, Михаил Ефимович, мы проводили конкурс, мы постараемся подвести итоги и показать все работы. Работали с музеем также. Ну и в целом мы проводим очень много конкурсов и хотим показать, как наши архитекторы работают, и они выставят свои работы. То есть не архитектурная неделя, не только для архитекторов получается, то есть, ну, вот всех, перечислено, да, сейчас для там всех. любой желающий может прийти, прикоснуться, а может быть для себя что-то. Никогда не поздно, мне кажется, архитектором стать. Да, конечно, конечно. Я хочу сказать, что в рамках мастер-плана для 10-11 классов тоже проведут определенные мероприятия, где мы можем посвятить и окунуть людей, и детей в целом в эту Профориентацию профессию. некоторую Да, конечно, провести. потому что обучение это тоже очень важно. Мы работаем еще над тем, как бы повысить профессиональное наше сообщество. Ну и в целом я хочу сказать, архитектура это не только профессиональное сообщество. Все, что мы делаем, это для людей. Ну, очень хороший лозунг. Огромное спасибо. Вы еще раз поздравляем с праздником всех, кто причастен к архитектуре. Архитекторы удивительные люди, всегда с ними интересно. И бывших, и нынешних, и общаться, да. будущих. Вот. Ну и, Любовь, спасибо вам, удачи в вашей работе. А мы, дорогие зрители, теперь прощаемся уже и с вами, потому что эфир наш подошел к концу. Завтра мы вновь с вами встретимся в этой студии. Ну а на сегодня просто желаем хорошего дня, чтобы он с улыбкой прошел. Отличного настроения. До завтра.